Друзья, всем привет! Если вы помните, еще совсем недавно, на мой день рождения, летом, я вам говорил, что у меня мечта приобрести домашний автоклав, чтобы самому делать консервы. И вот наконец у меня моя мечта сбылась, и автоклав у меня дома. Автоклав домашний стандарт. Я давно уже собирался приобрести автоклав. Сначала один, потом другой. Не буду говорить какие, но все они готовились на воде, получается. Автоклав заливается полностью водой, туда складываются банки. Все это дело кипит, приготавливается. Так мы делали консервы с товарищем. У меня вот до этого своего, когда автоклава не было, мы делали. И уже почти не заказал именно такой же автоклав, который у товарища. И благодаря Александру Устаеву, спасибо, Саш, что ты меня, как говорится, подтолкнул. Сначала увидел его ролик на канале у Александра Устаева про автоклав, где он рассказывал про домашний стандарт, все преимущества перед остальными автоклавами. И конечной же точкой, конечно, стало, когда он скинул мне ссылочку на ролик, где человек просто, можно сказать, испытывал все автоклавы при различных условиях. Разрезали болгаркой, создавали повышенное давление. И среди там 3 или 4 автоклавов, не помню, среди которых были и те автоклавы, которые я собирался покупать, первое место заняло именно домашний стандарт. Ну что, тянуть кота за хвост, давайте посмотрим, почему я не снял его сразу с упаковки, потому что хочу показать, в каком виде он поставляется. Вот, все упаковано просто замечательно, что никакой речи не может быть, то, что это все повредится. Даже доставляется это транспортной компанией, доехало у меня до Ухты. Вот в таком вот виде. Снизу, сверху все пенопласт, ничто не бьется. Я так думаю, даже вот такой вот автоклав. Все доехало в целости и сохранности. Смотрим. Вот такая вот коробочка. Пенопласт снизу, пенопласт сверху. Упаковано все. Просто замечательно. Сейчас я потихоньку по ходу распаковывания автоклава буду рассказывать преимущества среди других автоклавов. По крайней мере, когда мы пользовались тем автоклавом у товарища, с которым делали консервы, там все это прижималось, вот я уже по ходу рассказываю. Тут шпильки были, все закручивалось гайками. То есть ключик, гаечки, это все закручивалось гайками. Здесь, как мы видим, кронштейн, вот эти все легко и просто. Не надо никаких гаечек, не надо никаких ключей. Одно преимущество. Этот автоклав сделан из качественной медицинской стали. Вес довольно-таки внушительный, потому что, как говорится, чувствуется, что не из тонкого металла, потому что вес есть. Что я заказал сразу? Мне производители автоклава посоветовали не экономить на спичках, как выразился мне Денис, с кем я разговаривал по поводу автоклава. И я сразу на первое время, чтобы у нас хороших крышек не найти, я сразу им заказал крышки на первое время. Потом, конечно, закаточную машинку, потому что у нас, я ходил в магазин, их там 4 закаточные машинки были. Одна, другая, третья, четвертая. Что-то я не рискнул купить. Спросил у производителей, есть у вас хорошая закаточная машинка? Да, есть. Так что вот, такую машинку сразу мне отправили. Машинка закаточная, автомат Люкс П для домашнего консервирования.
закручивать. Ну и набор крышек. Крышки с закруткой, чтобы закручивать. И крышки для закатывания. Это на первое время пока не хватит. И вот еще. Все. Вот еще. Если у производителей автоклава, которые готовятся на воде, здесь стоят прижимные кассеты, каждая кассета затягивается, чтобы не выдавило крышки, то здесь, как мы видим, никаких прижимных кассет нет. Можно складывать банки в 3 ряда, по 5 банок, это как раз будет 15 банок. Вот. Это у нас шланг. Вот, собственно, сами прижимные кассеты. Что это такое? Вот давайте достанем одну и посмотрим поближе. Вот такая вот прижимная кассета. Мы просто после того, как закатаем баночку. Вот сейчас вот уже приготовлена банка. Просто так вот, получается, прижимаем эту банку, крышечку и закрываем. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы при автоклавировании не выдавливалась крышка. Если это у автоклава на воде прижимные кассеты, повторюсь, то здесь вот такая просто прижимной зажим. Каждую баночку вот с таким зажимом закрываем, складываем друг на друга, ну и все. Так, это мы сейчас все убираем. Думаю, если кто будет заказывать, кстати, здесь полная инструкция, как пользоваться. Я внимательно прочитал. Ну и сегодня будем консервировать. Кстати, производители данного автоклава, домашний стандарт, предоставили скидку по промокоду Коми-Рыбак. Если при заказе вы укажете, что вы от моего канала, укажете промокод Коми-Рыбак, то вам сделают скидочку. Какую, это вы уже узнаете при заказе. Вот. Ну, вроде все сказал. Что еще тут есть? Сливной кран. Давление. Датчик давления. Термометр. Ну и все. Вот еще что есть. Ну это, как я понимаю, стравливать избыточное давление. Вот. Теперь мы это все убираем. У нас есть приготовили вот заранее уже вот ведро рыбы. Рыба-язь, порезанная на куски. И будем готовить, будем консервировать эту рыбу. Ну а пока что? Небольшая пауза. Все приготовлю и продолжим дальше. Пока не начали мы консервировать, хочу еще пару слов сказать. Преимущество парового автоклава по сравнению с водяным. Вот тут я начал читать инструкцию и хочу сразу вас ознакомить также. Вот. Это выгодно по сравнению с консервированием на воде, в первую очередь из-за скорости приготовления консервов и соответственно их улучшенных вкусовых качеств. Скорость, смотрите, если нагрев до 120 градусов на воде 180 минут, то на паровом 20 минут. Разницу чувствуете? Остывание минимум 10 часов на воде, 10 часов остывания. И тут 30 минут. Разницу чувствуете? Сколько по времени мы экономим с паровым автоклавом. Полные затраты времени
840 минут. Это около 14 часов на воде. И 100 минут это 1,5 часа на паровом автоклаве. И расход воды, естественно, 20 литров мы тратим с водяным автоклавом. И всего 1 литр мы тратим на паровом автоклаве. То есть расход энергии, или если мы готовим на электрической плитке, если на газовой тоже, экономим в разы. Получается, кроме экономии энергии и газа, мы экономим свое время. С этим автоклавом все происходит намного быстрее. Это еще один огромный плюс. Ну и давайте коротко сейчас прочитаю технические характеристики, чтобы уже поставить все точки на «и». Объем автоклава 24 литра. Габариты, размеры. Внутренний диаметр 260 мм. Высота под фланец 470 мм. Вес в сборе 10 кг 700 грамм. Вместимость пол-литровых банок 15. 0,7 8 банок, 1 литр 8 банок. Рабочее давление до 1,5 атмосфер. Рабочая температура до 120 градусов. Материал автоклава IC304. Толщина стали автоклава 1,5 мм. Я вам скажу, когда распиливали автоклавы болгаркой, там наглядно было видно, какой толщины остальные автоклавы и какой толщины сталь автоклава домашний стандарт. Ну, теперь вроде точно все. Распаковал я градусник такой вот еще. Сюда заливается растительное масло. Градусник. Измеряем температуру, давление. Все готово. И теперь мы начинаем само консервирование. Делаем это впервые самостоятельно. Повторюсь, консервы я делал не один, консервы я сделал с другом. И делали мы это на автоклаве, который консервировался на воде. На паровом это буду делать впервые. Но я видел, как это делает Александр Устаев. У него все хорошо получается. Консервы вкусные, красивые, качественные. Ну, надеюсь, что у нас получится не хуже. Поехали. Ну что, поехали. Берем книгу рецептов, читаем рыбные консервы. Рыба натуральная в масле. Берется рыба без головы и внутренностей 480 грамм, это на банку. Соль 4,5 грамма. Перец черный горошком 2 штуки. Лавровый лист пол листа. Масло растительное 15 грамм. Все, больше ничего добавлять не надо. Технология приготовления. Рыбу нарезают на куски 50-80 грамм, смешивают с солью. На дно банки выкладывают черный перец, лавровый лист. Затем расфасовывают, заливают продукт растительным маслом. Далее проводят закатку-закрутку. Проверяют герметичность банки, стерилизацию. После достижения температуры 115 градусов продукт готовится 60 минут. Взвешиваем рыбу, то что мы нарезали. Ведро у нас 380 грамм. Это и рыба получилась у нас 6,835 грамм. В общем, сделая короткий расчет. Так, если нам на 480 грамм по рецепту нужно 4,5 грамма соли, то на 6 килограмм 440 грамм рыбы, что я взвесил, нам понадобится 60 грамм 375 тысяч, ну 60 грамм соли. Вот. Столовые ложки соли примерно около 20 грамм. Значит, нам понадобится 3 столовые ложки соли на эту рыбу. Можно, конечно, заморочиться и вываливаем эту рыбу. Так. В каждую банку 4,5 грамма соли взвешивать, но я решил сделать
все немножко по-своему. В общем, 3 столовые ложки примерно на такую кучу. Вровень сказали. Вот. Раз. 60 грамм не надо, да? 2. И 3. 3 столовые ложки. Всю соль убираем. И все это размешиваем руками. И еще один нюанс. Рыба не должна быть холодной при закатывании. То есть она как минимум должна быть домашней комнатной температуры. Потому что если при закатывании будет рыба холодная, мы закатаем холодную рыбу, то при консервировании они просто могут лопнуть. Может лопнуть банка, вздуться крышка такая. Мне производители данного автоклава вообще посоветовали, можно даже нагреть рыбу, ну, градусов, не то что градусов 30, даже можно 40 нагреть при закатывании. Потому сейчас мы это при размешивании рыбы у нас она заодно и нагревается. И после того, как я разложу ее в банки, я дам еще немножко постоять, чтобы она приняла комнатную температуру. Почему? Потому что это как бы рыба была не сразу поймана, а за 2 или за 3 подхода. Ну, в общем, она лежала, друзья, в морозильнике. Свежезамороженная она лежала. Сейчас я это достал, разморозил. Сейчас вот все это с солью перемешаю хорошенько. И надо дать, чтобы она нагрелась. Ледяную рыбу, холодную рыбу закатывать не рекомендуется. Так что мы будем следовать рекомендациям производителей данного автоклава, чтобы не было беды. В общем, все это размешали. Запах свежий, потому что рыба поймана в течение, наверное, 3 поездки было, в течение 2 недель, в общем, вот эта рыба была поймана. Она даже как будто только что. В принципе, соль нормально. Сейчас все это хорошо перемешаю и будем раскладывать по банкам. По рецепту, как написано, так и будем. По 2 горошины в каждую баночку. В принципе, можно экспериментировать, там в одну банку кинуть 3 горошины, в другую 1 горошину, как бы выбрать золотую середину. Ну, сделаем одинаково все. Сделаем первый раз по рецепту. Конечно, со временем это потом у нас будем готовить и каши, там очень много рецептов, так что все впереди. И еще как бы производители предупредили, чтобы банки были без всяких микротрещин. Если все сделать по технологии, с хорошими банками, то она никогда не лопнет. Но если есть какая-то микротрещина, то при автоклавировании она может просто лопнуть. Я посмотрел, в принципе, 2 банки забраковал, 2 баночки новые помыли. По высоте они все разные. Банки бывшего употребления, они все разные. Совдеповские еще банки есть. Если в автоклавах на воде, там надо, когда прижимные кассеты, они чтобы были идеально одной высоты, чтобы кассета ровно прижимала. Вот товарищ у меня, он просто вымерял даже. Банки у него все были с желтой веревочкой, с зеленой веревочкой, с красной веревочкой. То есть каждая банка под каждую кассету. То здесь можно не заморачиваться. Закрыли, закатали, прижали, сложили друг на дружку и все. Так, и лаврушку. Лаврушку еще. Сильно лаврушку не будем. Давай по пол листика на каждую банку. Я думаю, это вполне достаточно. По листику это, наверное, будет много. А по пол листика это будет в самый раз. Так, так. Некоторые лавровый лист вообще не кладут. Тут даже крупный лист можно на 3 части делить. Без фанатизма. Так. Так, так. И давайте вот так вот еще, чтобы немножко. Вот и все.
Рыба у нас подсолена. Перец положили, лаврушку положили. Теперь накладываем нашу рыбу в баночки. Если которые закручиваются крышки, можно доверху ложить, то при закатывании надо оставлять сантиметры. Сантиметр надо оставлять. Ну, это по инструкции так. Надо так надо. Сантиметр это как раз по плечике, наверное. 1 сантиметр оставим. Плотненько наложим вот так вот. Не знаю, мне кажется, у нас даже вот как-то так вот, без фанатизма. Даже может чуть больше оставим, потому что если еще кусок положу, у нас вот сантиметр мы оставили. Как-то вот так вот, по плечике. Ну и теперь раскладываем оставшуюся рыбу по остальным банкам. И потом сверху мы это зальем растительным маслом. 1 столовая ложка растительного масла на каждую баночку. И все. Простейший рецепт. Так что сегодня мы готовим рыбу. Ну а дальше мы будем готовить много чего. Теперь, когда есть у меня автоклав у меня дома, я теперь буду готовить и каши, и дичь, и уток. Ну, все, что добуду. Это же просто здорово. Приготовить консервы, которые хранятся при правильной технологии, когда изготовление, могут храниться и не год, и не 2 даже. Больше консервов мы не будем покупать, это точно. Только будем употреблять консервы собственного производства. Итак, рыбу мы разложили. Как мы видим, у нас осталась 1 пустая банка. Если честно, у меня получилось 13,5 банок. Я уже потом поменьше кусочки из каждой банки выбрал и положил 14, чтобы была хотя бы 14. По идее, если чтобы заполнилось 15 банок, надо, если у меня было 6 килограмм 440 грамм, ну где-то 7,5 килограмм рыбы на 15 банок должно быть. Уже готовой, кусками нарезанной, чищенной рыбы. 7,5 на 15, как-то так. Ну теперь последний штрих. На каждую баночку столовую ложку растительного масла. Раз. 2. Ну и так вот на каждую баночку растительное масло. И оставляем немножко. Повторяюсь, рыба не должна быть холодной. В принципе, она сейчас уже нагрелась, когда я перемешивал, когда засаливал, когда раскладывал. Нагрелась, но она все равно не комнатная температура еще. Я, пожалуй, еще оставлю вот эти банки, ну хотя бы на полчасика до закрутки. Если была бы рыба теплая, я закрутил прямо сейчас. А так я закручу чуть позже, пусть она лучше нагреется. Лучше соблюдать инструкции, они не просто так написаны, их надо выполнять. Все, поехали. Поехали закручивать. Все. 1 баночка готова. Поехали дальше. Повторяюсь, друзья, это делаю я впервые сам лично, потому что когда делали мы это с товарищем, Женька делал все это сам, я только помогал рыбу чистить, помогал резать, тудым-сюдым. А всю технологию он делал по своей технологии. Автоклав был на воде. И это у нас было очень долго. Допустим, заложили
Открывать автоклав, пока он до конца не остынет, нельзя. Надо, чтобы остыло до 20 градусов, чтобы можно было открыть. Остывал он 7 часов. Приходилось, если мы вечерком это делаем, банки можно было забирать только утром. Ну, преимущество этого автоклава то, что остывает он в течение часа. Ну, что быстрее остынет? 20 литров воды или же литр воды? Думайте сами. Итак, все баночки мы закрутили. И завершающий этап. Теперь прижимаем их вот так вот прижимными кольцами, чтобы во избежание вскрытия банок, вскрытия крышек, получается, в автоклавах, которые работают на воде, все это делается, подгоняется ровная поверхность, прижимные кассеты, это все затягивается болтиками, кассетами. Здесь все намного проще. Берем такие две половинки, у них одна часть поменьше, как бы, вторая часть чуть больше. Вот, которая побольше, ставим на крышку сверху вот так, ровненько так прижали и закрываем крышечкой сверху. Все, теперь это уже никуда не денется. Итак, с каждой банкой ровненько ставим, прижимаем. Ровненько колечки поставили, прижали, поставили, прижали. Это лучше прижимных кассет. Их просто можно будет так раз, два, три друг на дружку поставить, и никаких проблем. Закрыли мы 14-ю банку, и у нас остается еще одна баночка и одна прижимная кассета. Так, что делать-то? Два варианта. Или закинуть 14 банок, что приготовилось, или что-то положить в 15-ю банку. А что? Так. Есть идея. У меня есть замороженный малосольный хариус. Я, наверное, эту баночку все-таки положу с хариуском. Будет 14 банок у меня с язями, а 15 будет с хариусками. Немножко времени сейчас уйдет. Для вас это будет незаметно. Для меня я растоплю сейчас в микроволновке хариузов своих. Заложу в баночку. Они уже у меня солененькие. И закатаю. Посмотрим заодно, что получится. Ну что, завершающий этап, можно так сказать. Автоклав у нас на плите, банки готовы. Обязательно надо установить защитный поддон, чтобы банки ставить прямо на него. Иначе могут от нагревания они лопнуть. И все, в принципе. Литр воды. Заливаем литр холодной воды. Две пол-литровые банки. Кувшин залил. Ровно литр, а не 10, как это делается в автоклавах, которые готовят на воде. И все, укладываем наши закатанные крышечки, баночки. У нас, в принципе, вода закрыла только поддон, получается. Все банки стоят без воды. Вон, посмотрите, сколько здесь вот воды. Вон. Вода закрыла у нас только поддон. Банки у нас вот устанавливаются, получается, без воды. 2, 3, 4 и 5. Все, ровненько все. 5 банок. И теперь поверх них
Ставим еще 5, вот так вот ровненько. 2. 3. 4. И 5. И выкладывает третий слой банок уже на плите, чтобы было легче. А вы представляете, автоклав на воде? Кроме этих банок еще и ведро воды здесь 10 литров. Это какой вес? Плита-то стеклянная, может и не выдержать. Можно, конечно, и на газовой плите это все готовить, но я так думаю, автоклав на пару, ну, получше. Так. Потому что преимуществ очень-очень много. Все, уложили, у нас получается где-то вот так вот стали 3 баночки. Ну и все. Теперь мы все это дело обязательно силиконовую прокладку, чтобы она была ровненько, без всяких, без грязи, без ничего. И накрываем. Так, накрываем так, чтобы защитный клапан стравливал воздух в эту сторону. Сейчас сделаем так. Потом здесь можно поставить трубочку и куда-нибудь кастрюльку. Это на всякий случай, если сработает защитный клапан. Прижимаем крышку. Очень удобно, не надо никакие гаечки, болтики, как мы это делали раньше на других автоклавах, которые другой конструкции. Не буду называть, какими мы автоклавами пользовались раньше, чтобы не портить репутацию их. Народ пользуется, как бы консервы делаются, ну и ради бога. Мы будем делать на домашнем стандарте. А как это получится, мы это уже увидим очень скоро. Так, затянуть мы все затянули. Остался последний штрих. Это сюда ставится градусник, но он на сухую не должен ставиться. Наливаем чайную ложку растительного масла туда. Чайную ложку растительного масла. Так, как бы нам это сделать? Блин. Вот как-то вот так вот. И отпускаем туда градусник. Перебор даже получился у нас. Значит, пол чайной ложки где-то надо на масло. Всего. Перебор. Не чайную ложку, а пол чайной ложечки масла, значит, сюда надо. Поменьше немного. Это как раз тот момент, когда можно маслом испортить кашу. Лишнее масло будет выкипать на плитку. И будет неприятный запах. Так, ну все. Все готово. Градусник у нас установлен. Ну, сделаны вот еще, по идее, вот такой стравливающий клапан. Мы туда сейчас поставим вот такой шланг на всякий случай, чтобы он не просто так стрелял в воздух, а чтобы в случае чего пар шел по трубке в какую-нибудь емкость. Только-то нет. Сюда этот. Вот так вот.
Так он точно никуда не денется. Во, четко. Ну все, автоклав готов к работе. Ставим его ровненько на плиту. Так, дальнее. Время засекаем. Смотрим за температурой. Сейчас посмотрю секунду, сколько время. Без 5, 7. С Богом! Ну давай, автоклав, вари консервы. Небольшое волнение, конечно, есть, потому что все это делается, повторяюсь, впервые, когда сам самостоятельно своими руками делаю консервы. До этого я, повторюсь, все делал сообща с товарищем. И автоклав был на воде. Этот у нас новый автоклав, автоклав на пару. Смотрим, ждем. Когда температура достигнет 115 градусов, сколько там, 60 минут? Но пока она будет нагреваться, я еще раз внимательно прочитаю. Ну а мы пока отдохнем. Давление у нас 1,4 где-то примерно. 1,2, 1,4, да. И как мы видим, клапан потихонечку мелкими порциями начал стравливать избыточное давление. Как бы не полностью открылся, чтобы открылось, а мы, как видим, вот пузырьки пара немножко начали стекать по трубке. Как бы это получается то, что избыточное давление немножко по капельке немножко стравливает. Теперь, как мы подняли температуру до 115 градусов, теперь я буду следить внимательно, чтобы она выше не поднялась, и регулировать температуру. Сейчас вот убрал до пятерки. И с этого момента засекаем 1 час времени. Температура поднялась до 115 градусов. По инструкции 1 час. Так что ждем еще 1 час, и наши консервы будут готовы. Все. Выключаем плитку. Час у нас прокипело. Наши консервы прокипели при температуре 115 градусов. Временами было даже где-то 118 иногда, но это недолго. Так я старался регулировать. Итак, как мы видим, наша температура опустилась до отметки 38 градусов. Ну, давление упало практически сразу же. А это значит можно уже выпустить остатки воздуха и посмотреть, что у нас получилось. Так, ну что, потихонечку пробуем. Осталось ли что-нибудь? Нет. Как мы видим, ничегошеньки там не осталось, ни капельки давления. Убираем термометр. И можно доставать наши баночки, смотреть, что у нас там получилось. Так, давайте это уберем. Так, это убираем в сторону. Ну и смотрим. Вот такие вот у нас получились консервы. Баночка целая. Ну все отлично. Вид отличный. Все баночки целы. Ничего не лопнуло, ничего не взорвалось. Я так думаю, и содержимое этих банок тоже будет вот таким. Сейчас баночки остынут до конца, они тепленькие еще. И будем пробовать. Так что, как вы сами видели, на пару буквально нужен был литр воды. Мы приготовили консервы такого же качества, даже и лучше. Домашний стандарт рулит. Ну что, друзья, ну а теперь давайте приступим к логическому завершению. Будем дегустировать то, что у нас получилось. Снимем, так сказать, пробу. Вот так вот снимается
защитное кольцо прижимное. Все, убрали. Повторюсь, вот эти кольца предохраняют, выполняют роль, чтобы не вырывало крышки. Это намного удобнее и проще, чем прижимные кассеты, которые на других автоклавах. Все ровненько, плотненько, все хорошо. Поехали. Открываем баночку аккуратно, так как она нам еще пригодится. Баночками, если аккуратно пользоваться, чтобы там не было микротрещин всяких, можно пользоваться неоднократно. Повторюсь, эти банки уже были в употреблении, это не новые банки. Как мы видим, они со своей задачей справились. Так, что прям? Так. Так. На вид уже красиво. Магазинские консервы отдыхают. Ну что, и приступаем к пробе. На вид выглядит даже очень аппетитно. Вот. Ну а теперь пробуем, что у нас получилось. Реально круто. Я боялся, что соли будет мало. Потому что как бы по норме, когда засаливаешь рыбу на засолку, я больше сыплю. Тут почему-то мне казалось, ее будет мало. Нормально. Соль в норме. На вкус просто великолепно. Так что теперь первый блин получился у нас далеко не комом. Он получился просто шикарно. Теперь я точно знаю, что консервы в магазине я больше покупать не буду. И что рыба язь далеко не сорная рыба. Она хороша в соленом виде, она хороша в копченом, а в консервах она просто супер. Косточки все проварились. Вон, я беру сейчас кость. Они просто даже не чувствуются. Все шикарно. Дальше мы будем пробовать варить каши. Я вчера уже глянул там рецепты. Консервировать мясо, дичь. Все, что добудем, то и законсервируем. Очень доволен своим приобретением. Домашний стандарт действительно хорош. И еще раз спасибо производителям такого хорошего автоклава. Всем пока, всем до свидания и до встречи на реке.